Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 64,47, за евро 71,53. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Россельхозбанке 63,75. Лучший курс продажи предлагает также Россельхозбанк. Он остановился на отметке 64,25. Что касается евро, то выгодная и покупка, и продажа все в том же Россельхозбанке 70,60 и 71,15. Соответственно, сообщает сайт банки.ру. Плавучая атомная станция «Академик Ломоносов» прибыла на место своего постоянного базирования в порт города Певек. По словам главы дирекции Северного морского пути Вячеслава Рукши, данное событие является знаковым как для Чукотки, так и для самой корпорации «Росатом». В декабре здесь рассчитывают подключить первых потребителей. Ранее правительство региона сообщало, что АЭС будет обеспечивать теплом и электричеством расположенные вблизи порта населенные пункты и предприятия добывающей промышленности. Плавучий энергетический блок призван заменить собой мощности Билибинской АЭС и Чиунской ТЭЦ, введенных в эксплуатацию в 1974 и 1944 году соответственно. В первую очередь, это знаковое событие для самой Чукотки. С точки зрения корпорации, бесспорно, это первый плавучий энергоблок. О них много везде говорится, особенно в последнее время, потому что ожидается, что это будет достаточно востребовано не только у нас в арктической зоне, но и во всех местах, где нет смысла создавать большие мощные энергосистемы, а все же люди есть, жизнедеятельность должна у них быть на хорошем уровне. В 30 регионах страны в ближайшее время запустит эксперимент по внедрению 4-дневной рабочей недели. Подробности у моего коллеги Ивана Лазаренко. Иван, какие предприятия затронет это нововведение? Юля, дело в том, что на текущий момент конкретных параметров перехода на 4-дневную рабочую неделю нет. И для анализа эффективности этой меры она в тестовом режиме будет запущена на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса. Эксперимент по переходу на 4-дневную рабочую неделю могут устроить в компаниях, которые входят в нацпроект по повышению производительности. При этом конкретных параметров перехода пока нет. Минтруд в течение недели будет обсуждать возможность внедрения сокращенной рабочей недели в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса. Задействованы будут 30 регионов страны. На некоторых предприятиях работники 30-40% времени ничего не делают. И наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным, отметил замминистра экономического развития Петр Засельский. Большое количество компаний, выбранных для эксперимента, позволит получить статистику с качественной выборкой. На ее основании и будет сделан вывод о необходимости перехода на 4-дневку. Тем временем самую высокооплачиваемую должность в стране назвали в Министерстве труда и социальной защиты. Так, самую большую зарплату предлагают механику по ремонту оборудования в рыбной промышленности. На этой должности можно зарабатывать 430 тысяч рублей в месяц. Второе место в списке делят между собой пилот воздушного судна и начальник участка в угольной промышленности. За работу на этих должностях предлагается по 330 тысяч рублей в месяц. Авиакомпания «Аэрофлот» может в ближайшее время подписать контракт на поставку 22 российских самолетов «Сухой Суперджет-100». Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев ранее сообщил, что в 2019 году авиакомпания готова подписать твердый контракт на поставку 100 самолетов «Сухой Суперджет-100». Еще в сентябре прошлого года «Аэрофлот» подписал об этом соответствующее соглашение. Сейчас у авиакомпании 49 таких самолетов. Также сообщалось, что «Аэрофлот» планирует взять в лизинг партию из 35 самолетов МС-21 в дополнение к уже ранее заказанным 50. Система быстрых платежей стала доступна для оплаты товаров в интернете по QR-коду. Первую такую покупку провели онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский стандарт». Банк России запустил систему быстрых платежей с начала этого года. С ее помощью россияне уже могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а торговые сети в рамках системы начали тестировать оплату товаров и услуг по QR-коду. Число банков-участников системы быстрых платежей постоянно растет. Сбербанк к ней пока не присоединился, но по закону будет обязан сделать это с 1 октября.
октября. Для оплаты товара через эту систему в интернете покупателю необходимо будет просканировать QR-код, который отображается на компьютере, с помощью мобильного приложения своего банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении. Банк плательщика также должен быть участником этой системы. Деньги со счета покупателя поступят на счет магазина практически сразу после совершения покупки. Минстрой России предложил распространить механизм проектного финансирования с применением эскроу-счетов, которые используются для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, на индивидуальное жилищное строительство. В ведомстве подчеркнули, что проектное финансирование ИЖС планируется осуществить через уполномоченный банк, который будет контролировать расходование средств, выделяемых на возведение инфраструктуры. Новый инструмент позволит создать рекомендательные стандарты типовых проектов индивидуальных жилых домов повторного применения. В данное время проектное финансирование действует на рынке многоквартирных домов. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юля, ну а свежая и актуальная информация из мира финансов в следующих выпусках. Спасибо, Иван. Система дала сбой всем полюбившиеся умные остановки, где на мониторах указано время прибытия общественного транспорта. Вот уже больше месяца не выдает никакой информации. Лишь только черные экраны. В чем проблема, разбирался Дмитрий Тымыров. Дмитрий, приветствую, тебе слово. Юлия, добрый день. Определить время прибытия общественного транспорта почти до минуты еще месяца два-полтора назад это было легко благодаря светодиодным мониторам на автобусных остановках, а также специальному мобильному приложению. Проект «Умный транспорт» должен был облегчить жизнь горожан, однако после что-то пошло не так. Таблички не работают. В лучшем случае показывают температуру воздуха и время. А как часто вы замечаете вот такие случаи, когда они не работают? Ну, во всяком случае, там я живу в центре, вот на проспекте, и там они не работают давным-давно уже. Но в последнее время они очень часто, то на каких-то работах технических, то вообще ничего не показывают. И умный транспорт тоже не работает. Да, они все лето не работают, зимой только работают. Весной этого года администрация Якутска объявила конкурс на содержание и сопровождение умных остановок по обновлению информации на мониторах. Тогда конкурс выиграло общество «Альфа-Ранг». И 25 июня они вместе с Департаментом имущественных и земельных отношений города Якутска заключили муниципальный контракт на оказание услуг по обслуживанию светодиодных табло. Новые подрядчики в ходе обслуживания умных остановок столкнулись с рядом проблем. В первую очередь Департамент имущественных и земельных отношений так и не предоставили никакой информации. Но, несмотря на это, мониторы на остановках еще какое-то время работали, но это длилось недолго. 15 августа мэрией в одностороннем порядке был расторгнут данный контракт. Вы сами инициировали или мэрия? Мэрия нас не уведомляла. 13 августа перед этим они устроили приемочную комиссию. Что интересно, почему-то они в качестве экспертов привлекли ООО «ЦДС», которая, опять-таки, заинтересована в данном контракте, и сделала вывод, что табло не работает, соответственно, «Альфа-Ранг» не справляется с работами, и в одностороннем порядке в 15 августа с нами был расторгнут данный контракт. Мы считаем, почему вот это все произошло, потому что вторым участником данного тендера была компания ООО «Технотроника», учредителем, стопроцентным учредителем, которого является родной брат директора ООО «ЦДС» Шарыгина Андрея Владимировича. В итоге 13 августа заказчик, администрация города Якутска, расторгает контракт с обществом «Альфа-Ранг». Сейчас уже бывший подрядчик направил письмо в адрес мэра Якутска, чтобы администрация провела проверку в отношении Департамента имущественных и земельных отношений, отдела транспорта, общества «Центральная диспетчерская служба», «Союз Авто» и МУП-ЯПАК, провести проверку на предмет возможного коррупционного сговора. Холода приближаются, и горожане все больше волнуются из-за неработающих табло. Ведь теперь и детям, и взрослым снова придется стоять на остановках в ожидании общественного транспорта. На этом у меня все. Юлия. Спасибо, Дима. В
Кемерово на месте сгоревшей зимней вишни открыли парк ангелов. Это масштабный проект известного американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, где на площади 2 гектаров создано современное и уютное пространство для отдыха. Такое название было выбрано по итогам онлайн-голосования, объявленного летом администрацией Кемерово. В уединенном уголке сквера расположена часовня. Внутри имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших. Открытие парка несколько раз переносили, сначала с 20 августа на 1 сентября, а затем на 15 сентября. Активисты Общероссийского народного фронта отправились в рейд. На этот раз в зону внимания общественников попали недобросовестные предприниматели. У одних вовсе отсутствуют документы на право вести предпринимательскую деятельность, у других документы есть, но при этом нарушается порядок ведения бизнеса. На прямой связи со студией мой коллега Александр Хавренко. Александр, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Юлия. Да, сегодня вот мы вместе с членами ОНФ выехали в рейд, проверили пока только 2 точки, но там серьезных нарушений нет. Но как бы это с другой стороны хорошо, потому что эти точки были на контроле ОНФ. Несколько лет назад к ним приезжали, и они устранили нарушения, но все-таки кое-какие нарушения остались. Вот сейчас Олег Маклашов, член регионального отделения ОНФ, расскажет нам о том, какие были нарушения и что за это время предприниматели успели сделать. Добрый день, Олег Маклашов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта. За моей спиной находится магазин «Супермаг», ну и вообще улица Бестужева-Марлинского. Мы регулярно, ежегодно ездим на выезды по нелегальной торговой деятельности, ну не только торговой деятельности, вообще предпринимательской деятельности. И Бестужева-Марлинского находится под особым контролем, потому что больше 80% находящихся здесь торговых точек имеют статус незаконными. Почему? Потому что вот находящийся за нами магазин, но сейчас он, правда, закрыт уже, имеет статус спортивного зала. То есть, это магазин. С правой стороны от нас находится рихтовочный цех. Это ИЖС. Чуть рядышком находится оптовый магазин продуктами питания. Это тоже ИЖС. Опять мойка самообслуживания, тоже ИЖС. Напротив нас находятся пластиковые трубы. Это объекты лесного хозяйства. То есть, вот рядом вокруг нас находится 8 объектов одновременно. И из 8 объектов имеет статус продовольственного только вот один магазин. При этом, при всем, зайдя в магазин, мы увидели угол покупателя. Все аккуратно прибрано, хорошо, но находится в одном торговом зале 4 разных индивидуальных предпринимателя. Получается 4 разных кассы плюс обслуживание за наличку. Это все в одном торговом зале. С чем это сделано? Возможно, с уменьшением налогооблагаемой базы. По данному поводу мы получим разъяснение у налоговой службы, и по результатам уже будем писать, наверное, в налоговую службу, если будут найдены нарушения, о привлечении, соответственно, либо наоборот, молодцы, будем ставить их в пример, то, что исправились, то, что нашли выход из ситуации, и надлежащим образом оформлены. Рейды по нелегальной торговле у нас проходят регулярно, и самое главное, что люди пытаются работать, пытаются развиваться, но законодательство не всегда дает им возможность это своевременно делать. То затягивается оформление с документами, то оформление с тех условиями, то затягивается оформлением с целевым назначением, то с разрешением на строительство. А бизнес, он не может стоять на месте, это саморегулируемый поток, который необходимо давать возможность быстро-быстро двигаться. То есть деньги должны зарабатываться в моменте. И поэтому мы со своей стороны не пытаемся наказать кого-то, мы пытаемся найти пути решения. Есть движение «Вместе мы сила» предпринимателей всей республики. Туда очень много людей входит, в том числе руководитель, член нашего штаба Котенко Ирина Владимировна. Постоянно проводит разъяснения, постоянно проводит встречи и постоянно ведет просветительскую беседу со всеми видами бизнеса. Мы, как видим, улучшение есть в этом отношении. Документы у людей появляются, оформляются уголки потребителей и так далее, и так далее, и так далее. Считаем, что наша работа полезная, необходимая. И на форуме предпринимателей, который сейчас будет проводиться в Республике Саха-Якутия, будет обо всем это озвучено, будет сделан отдельный доклад 20 числа по нелегальному бизнесу. Спасибо, Олег. Собственно говоря, как я и сказал, предприниматели стараются исправляться, стараются работать лучше и качественнее, но не все. Мы сейчас, на этом наш рейд не заканчивается, мы сейчас поедем дальше, и какие нарушения мы увидим там, покажем, наверное, чуть позже. Юлия? Спасибо, Александр. Я напомню, в рейд с Общероссийским народным фронтом отправился мой коллега Александр Хавренко.
Жительница Ленского района подозревается в хищении смартфона. Подозреваемая 30-летняя безработная женщина. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, расскажи, что же там произошло? Да, Юлия, злоумышленница встретила женщину возле ее дома и попросила телефон, чтобы позвонить. Не дозвонившись, она попросила вынести ей стакан воды, и когда женщина пошла за водой, она попросту сбежала. Стоит отметить, что телефон все-таки нашли и вернули законной владелице. Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Алименты – это не только моральный долг, но и законная обязанность. Ее невыполнение преследуется по закону. Эта участь постигла Нерингринца. За неуплату алиментов его осудили к лишению свободы. По сообщению прокуратуры Якутии, 44-летний ранее судимый мужчина без уважительных причин очень долго не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Его долг за это время составил около 700 тысяч рублей. Мужчину за это уже судили раньше, но это не послужило для него уроком. И на этот раз его приговорили к 7 месяцам в колонии поселений. Пьяные водители – потенциальная беда на дорогах. Так, в Нерингре мужчину лишили свободы за неоднократное вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 26-летний нерингринец уже был судим за аналогичный проступок, но в первый раз отделался условным наказанием. На этот раз наказание вполне реальное, его приговорили к году в колонии поселений. Безопасность прежде всего, а тем более безопасность детей. Как сообщает прокуратура республики, в Якутске демонтирован непригодный детский игровой комплекс. По факту получения ребенком телесных повреждений на детской площадке Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний была проведена ее проверка. По результатам проверки были выявлены несоответствия требованиям государственных стандартов, а именно повреждены скаты горок, цепи качелей, подвесные мостики. Угол наклона участка скольжения на горке превышал норму. Поскольку руководитель управы округа допустила эксплуатацию детских площадок с нарушениями требований стандартов оборудования и покрытия детских игровых площадок, прокуратура города возбудила в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. По представлению прокуратуры, качели, горка и карусель на площадке по улице Каландрашвили, дом 8, демонтированы ввиду непригодности к эксплуатации. На площадке по улице Каландрашвили, дом 7, произведено обновление песка, ограничен доступ детей ко второму уровню игрового комплекса. В связи с повреждением ограничительной сетки вывезен мусор. В Ленском районе осужден юноша, убивший друга. Так, по данным следствия, 3 января этого года трое 16-летних друзей выпивали в квартире в поселке Пеледуй Ленского района, в которой жил один из них. Во время застолья между потерпевшим и его приятелем, который к тому моменту окончил 9 классов местной школы, произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой парень повалил на пол приятеля и несколько раз ударил ножом. От полученных ран потерпевший скончался на месте. В это время третий участник застолья убежал из квартиры за помощью, и к моменту его возвращения с взрослым родственником потерпевший уже не подавал признаки жизни. Несмотря на то, что подозреваемый сбежал, установление его личности было делом нескольких минут. Через несколько дней, 7 января, его заключили под стражу на время следствия. В ходе предварительного следствия проведено 6 судебных экспертиз, в том числе комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. По ее результатам установлено, что несовершеннолетний осознавал преступный характер своих действий и в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Следствием в адрес органов системы профилактики и правонарушений внесено представление о недостаточно эффективном контроле за несовершеннолетними, что повлекло отсутствие родительского контроля, факт распития спиртных напитков и совершение особо тяжкого преступления. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Юлия, на этом у меня все самые интересные события. До встречи в следующих выпусках. Спасибо, Юрий. Переходим к мировым новостям. Обширные районы индонезийской провинции Восточный Калимантан накрыла пелена густого едкого дыма от пожаров. Сейчас здесь стоит сухой сезон и время, когда фермеры жгут леса, расчищая площади под плантации пальм для производства масла и бумаги. Подробности в репортаже Сергея Берец.
Провинция Восточный Калимантан в Индонезии охвачена сезонным стихийным бедствием. На острове, куда президент страны Джоко Видодо планирует перенести столицу из Джакарты, горят леса. Значительная часть пожаров рукотворная. Производители пальмового масла и бумаги выжигают площади под новые плантации. Национальное бюро метеорологии, климатологии и геофизики насчитало свыше 1300 очагов возгорания. Как говорит глава местной службы по чрезвычайным ситуациям Мухаммед Юсуф, на борьбу с пламенем брошены все наличные силы и средства. Сейчас как раз пик сухого сезона. Осталось от 1 до 3 недель, пока у нас в резервуарах иссякнут запасы воды для тушения огня. Дымовая завеса, которой накрыт остров, вызывает опасения медиков за здоровье населения. Волонтеры раздают всем, кто находится в это время под открытым небом, санитарные маски. Как говорит местная жительница Рия Вати, люди страдают от кашля, насморка и головной боли. Дым же тем временем становится все гуще. Нынешние пожары в Индонезии совпали по времени со стихийными бедствиями в джунглях Амазонии и Сибирской тайге. Горение лесов на Калимантане отрицательно сказывается на авиасообщении и туризме в регионе. Новое правительство Италии дало согласие на высадку в порту острова Лампедузы 82 мигрантов, которых подобрал в море корабль «Океан Викинг». Его используют французские благотворительные организации, оказывающие помощь на море. Прежние итальянские власти блокировали заходы в свои порты кораблей с потенциальными переселенцами в Европу из Африки и с Ближнего Востока. Вечером в субботу 82 мигранта сошли на берег на итальянском острове Лампедуза. 6 дней назад их подобрал в Средиземном море выполняющий гуманитарную миссию корабль «Ocean Viking». Новое правительство, сформированное в Риме на прошлой неделе, дало согласие на высадку спасенных с условием, что большинство из них примут другие страны Евросоюза. Об этом сообщил недавно назначенный министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, представляющий партию «5 звезд». Маттео Сальвини, лидер правой партии «Лига» и глава МВД в прежнем коалиционном правительстве Джузеппе Конте, блокировал заходы кораблей с мигрантами в итальянские порты. Он вышел из состава кабинета с целью организации новых выборов. Временный механизм приема мигрантов согласовали и одобрили Италия, Франция, Германия, Португалия и Люксембург. Это обеспечило возможность высадить очередную группу спасенных на Лампедузе. До недавнего времени скитальцы, пытающиеся перебраться через Средиземное море из Африки и стран Ближнего Востока на европейский континент, после спасения подолгу находились на борту подбиравших их кораблей. Операторами Ocean Viking выступают французские благотворительные организации СОС «Средиземное море» и «Врачи без границ». Своих нынешних пассажиров корабль спас у побережья Ливии и запросил разрешение на заход у властей Италии и Мальты. Тысячи польских беженцев нашли убежище в Индии в годы Второй мировой войны. Один из лагерей находился в городе Колхапур, штат Махараштра. В субботу здесь состоялось торжественное открытие мемориальной доски. На церемонии присутствовали некоторые из тех людей, кто жил в лагере в 1940-е годы. «Маленькая Польша» – так назывался один из лагерей в Индии, где нашли приют тысячи людей, бежавших из родной страны во время Второй мировой войны. В субботу здесь принимали польскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Марчином Пшидачем. Он поблагодарил индийцев за милосердие, проявленное к тем, кто в нем нуждался. Мои соотечественники обрели здесь мир, друзей и любовь. Сегодня мы собрались, чтобы с признательностью вспомнить тот огромный дар человечности и любви, который польские граждане получили от народа Индии. По словам историков, поселение в Валиваде рядом с городом Колхапур было типичным польским городком со своей администрацией, школой, костелом, почтой, мастерскими и кинотеатром. Замминистра Пшидач открыл памятный знак в честь спасенных и спасителей. На торжества приехали некоторые из тех, кто попал в лагерь с родителями, проделав долгий путь из Советского Союза через Иран и Афганистан. Другие родились в маленькой Польше. Землю и право поселиться на ней полякам предоставили региональные правители Махараджи.
Как говорит Людмила Якутович, она едва сдерживает слезы, вспоминая те времена, и хотела бы выразить признательность княжеской семье Колхапура. Лагерь беженцев в Валиваде действовал до 1948 года. Историю маленькой Польши в Индии запечатлел документальный фильм совместного производства двух стран, а также одноименный веб-сайт. Вы смотрели мировые новости. Сегодня в Национальной библиотеке стартовала акция «Дни открытых дверей». Она предназначена для первокурсников, которые приходят в библиотеку впервые. Сотрудники проводят их по всему зданию и рассказывают о работе отделов, а также проводят квесты, чтобы студентам было интересно узнавать информацию. Ульяна Шагина сейчас в библиотеке и проведет для нас небольшой экскурс. Ульяна, в каком из залов вы сейчас находитесь и что интересного можете рассказать? Добрый день, Юлия. Мы сейчас находимся в зале каталогов. Сегодня здесь у нас уже совсем скоро откроется акция. Она предназначена, как вы уже сказали, для первокурсников. То есть сотрудники библиотеки ежегодно знакомят первокурсников, да и всех желающих с тем, как работать в библиотеке, как получить читательский билет, как получить ту или иную литературу нужную, как вообще работать в каждом из залов, в которых здесь в библиотеке очень много. И рядом со мной сейчас находится сотрудник библиотеки Галина Кутугутова, которая проведет для нас небольшой экскурс. Здравствуйте, Ульяна. Мы сейчас с вами находимся в Национальной библиотеке на акции, на старте акции «Дни открытых дверей», которые мы ежегодно проводим, как вы сказали. Вот сейчас прямо за нами находится сектор электронных услуг, центра «Мои документы», то есть каждый желающий может прийти и получить все государственные услуги в электронном виде. Также здесь же находится отдел информационного обслуживания, в котором расположены компьютеры. Можно прийти, сесть за любой свободный и найти книгу. То есть оформляем заказ мы здесь на втором этаже. После этого ваш заказ доставят в читальный зал. Но если вы хотите взять книги на дом, вам надо будет подняться на 3-й этаж, в абонемент, зал абонемента, где тоже можно взять до 5 книг, любых книг, которые вы найдете. В течение 2 недель вы можете их читать совершенно бесплатно. Можете по телефону их продлить. У нас недавно заработал единый колл-центр, поэтому стало все очень удобно. Книг у нас много. Фонды библиотеки, они составляют 1 600 000 документов. То есть на любой выбор вы можете найти нужную литературу. В этом отделе информационного обслуживания вы также можете, наши сотрудники помогут вам отредактировать список литератур для курсовых или дипломных согласно стандартам существующим. Если вы не сможете сами найти нужную книгу, дежурный сотрудник всегда рад, готов вам помочь. Помимо, я уже упомянула о фондах, у нас есть также 2 уникальных фонда в библиотеке. Это музей книги, отдел книжных памятников называется. Там хранятся книги, датированные вообще ранними годами, уникальнейшие издания. Самая ранняя книга – это 1695 года. Помимо старинных, редких, уникальных книг, у нас хранятся также наша большая гордость – это именные коллекции. Это могут быть личные библиотеки ученых, деятелей искусства, культуры, писателей. Это тоже наша большая гордость, хранится в книжных памятниках. Помимо книжных памятников есть второй неприкосновенный фонд, называется «Сандалы Пичек». Наша библиотека несет функции книжной палаты республики, то есть все издания, которые были выпущены на территории Якутии или о Якутии, они по обязательному экземпляру хранятся в этом фонде неприкосновенном. Таким образом мы составляем летопись Якутии. Библиотека Пушкина, как она в народе уже мы привыкли называть, она, чтобы привлечь своих читателей, ежегодно проводит разные акции, мероприятия, и одна из них – письмо в будущее. Это что-то наподобие капсулы времени, то есть любой желающий может прийти, написать письмо и оставить здесь, в библиотеке, на хранение. Храниться письмо может на любой срок от 1 года до бесконечности. Да, вы совершенно правы. У нас уже есть участники этой акции. Когда мы ее запускали, пришли выпускники школы, они оставили письмо на 10 лет. Галина, скажите, пожалуйста, а примерно какого характера письма?
Ой, ну, письма бывают разные, мы не имеем права их читать, мы их храним, мы гарантируем сохранность этих писем, но по общению с детьми и с теми, кто уже написал письмо, это в основном послания себе, какие-то милые такие приятности, которые будет им интересно вскрывать этот конверт через много лет. Вот. А для того, чтобы стать участником этой акции, необходимо подойти в центр регистрации пользователей нашей библиотеки и сказать: я хочу написать письмо в будущее. И здесь же, вот, к примеру, можно получить вот такой вот читательский билет. В наше время он был бумажный, а сейчас он вот такой вот пластиковый. Получив читательский билет, тут же открывается личный кабинет каждого читателя библиотеки. В то же время каждый читатель библиотеки уже может автоматически зарегистрироваться в нескольких фондах библиотеки. Это такие вот электронные у нас библиотеки, такие как Литрес, Лань, E-Library и так далее. Фонд таких электронных библиотек насчитывает около 100 тысяч книг. Далее мы проходим в зал периодики. Зал периодики, там у нас хранятся газеты и журналы. Фонд насчитывает около 300 тысяч различных книг. Галина, расскажите, пожалуйста, про этот фонд. Да, это у нас очень уникальный фонд. Давайте пройдемте. Отдел периодических изданий, уникальный газетный фонд Якутии. Здесь хранятся, мы консолидируем вот эти вот газеты здесь. И у нас стартовал в этом году большой 5-летний проект, называется «Сохраним газете Якутии жизнь». Ну, как вы знаете, газеты и сейчас, а тем более и ранее, они печатались на некачественной бумаге. И эта бумага со временем, когда люди используют ее часто или перелистывают, она буквально тлеет, да, на глазах, рушится. И наши реставраторы, которые работают в библиотеке, они буквально по крупицам собирают эти листы газетные, чтобы сохранить газете «Жизнь». Кроме того, наша электронная библиотека, они сейчас ведут большую глобальную такую работу по оцифровке этих газет. И мы надеемся, что вот буквально вот в это 5-летие мы добьемся того, что все газеты Якутии перейдут в электронный формат. И вот мы даже можем сейчас посмотреть, какие газеты у нас хранятся. Вот, например, одна из газет, датированная 1929 годом, это Крым. Посмотрите, в каких папках здесь хранятся у нас газеты. Здесь подшивки по полгода, то есть это очень удобно для поиска любой информации. Если вы знаете примерную дату той или иной газеты, которую хотите найти, здесь можно, в принципе, найти все. Или, допустим, вот «Полярная звезда», это газета Булунского района, также здесь хранится. То есть библиотека Пушкина, она концентрирует все улусные библиотеки, и здесь можно, в принципе, найти новость любую этого дня, допустим, или, допустим, то, что происходило в 40-х годах. В общем, библиотека Пушкина, она живет в ногу со временем, здесь проводятся различные акции, мероприятия, даже камерные концерты, то есть сотрудники библиотеки делают все для того, чтобы привлечь своих читателей, чтобы читатели приходили сюда и находили все, что им нужно. Юлия, у меня все. Спасибо, Ульяна. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ульяна Шагина. А мы переходим к новостям спорта. На стадионе Туймада в столице завершился чемпионат Якутии по футболу среди клубных команд. На этот раз чемпионский титул достался команде «Арктика Якутия», которая в финальном матче обыграла клуб «Союз Авто» со счетом 3-1. Сезон большого футбола в Якутии закрыт. Теперь любители игры и многие футболисты переберутся в закрытые помещения. Ведь уже скоро в Якутии стартует сезон мини-футбола. Команды все серьезно настроились на чемпионат республики, но сенсаций никаких не случилось. То есть, получается, в полуфиналы вышли фактически команды лучшие, которые играли на чемпионате города Якутска. Это «Арктика Якутия», «Союз Авто», которые играют в финале, и «Ирбис-99». Также вышла в полуфинал команда «Мирюсу» Салданского улуса. То есть никаких сенсаций не произошло. Московские власти организовали третий в этом году велосипедный фестиваль. Двухколесные транспортные средства оседлали десятки тысяч энтузиастов. Сергей Берец в следующем материале попытается передать всю атмосферу мероприятия. Как и было объявлено накануне на сайте московской мэрии, многие центральные улицы города, включая Садовое кольцо, были перекрыты в эти выходные.
В субботу в связи с парадом коммунальной техники и благотворительным велозаездом «Театралли» в пользу ветеранов сцены. В воскресенье по случаю велосипедного фестиваля, стартовавшего в Лужниках. Нынешний массовый проезд по городским магистралям двухколесных машин на мускульной тяге оказался третьим за год. Он собрал по меньшей мере 30 тысяч участников, от мала до велика. В их числе оказалась и Наталья. Сегодня отличная погода, отличное настроение. Мы решили с собой и поднять настроение всем остальным и себе тоже в первую очередь. В последние годы в Москве активно развивается велопрокат. По данным Департамента транспорта, в системе зарегистрированы 1,5 миллиона человек, а количество велосипедов для аренды в будущем году достигнет 6 тысяч. Пока столица России занимает 86-е место из 90 в глобальном индексе велосипедных городов. Его составляет страховая компания «Коя» со штаб-квартирой в Берлине. Рейтинг составляется с учетом 14 факторов. Среди них такие, как погода в городе, численность велосипедов и количество их краж, смертность среди велосипедистов, качество инфраструктуры и объемы инвестиций в нее, а также наличие и частота веломероприятий. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок 29 ноября на московской ВТБ-арене. К нам присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Мухоплев. Андрей, какой итог нам ожидать от этого боя? Приветствую, Юля. На самом деле интересный будет бой сила против опыта. Но напомню, что бойцы уже подписали контракты и бой пройдет по правилам бокса. Об остальном по порядку. Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут поединок 29 ноября на московской ВТБ-арене. Спортсмены подписали контракт на бой в начале сентября. Позднее организаторы поединка сообщили, что бой пройдет по правилам бокса. Емельяненко является профессиональным бойцом ММА. Он не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. На счету Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. Кокляев начинал спортивную карьеру в тяжелой атлетике, а позднее участвовал в соревнованиях стронгменов. Он является многократным чемпионом и обладателем Кубка России по тяжелой атлетике весовой категории свыше 105 кг. Также он является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. Напомню, Кокляев никогда не выступал в единоборствах. Программа 9-го тура российской премьер-лиги по футболу закроется сегодня 2 матчами. «Динамо» в Москве примет Уфу, а Ростов дома сыграет с грозненским «Ахматом». Матч между «Динамо» и Уфой начнется в 20:00 по московскому времени. После 8 туров бело-голубые с 9 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. Команда Дмитрия Хохлова набрала 4 балла в последних 2 встречах и не пропустила ни одного мяча. А Уфа удивила многих любителей футбола сухими победами над лидерами чемпионата «Зенитом» и Ростовом. В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграл Уфу – 3:0 дома и 2:1 в гостях. Уфимцы ни разу не обыгрывали бело-голубых в своей истории. Ростов начнет домашний матч с «Ахматом» в 20:30 по московскому времени. Хозяева подходят ко встрече с грозненцами 17 очками и 4-м местом в группе в российской премьер-лиге. Команда Валерия Карпина набрала неплохой ход, одержав 2 победы подряд. Серьезных потерь в составе ростовчан нет. «Ахмат» не может выиграть уже 4 тура подряд и видится аутсайдером предстоящего матча. «Ахмат» набрал 8 очков и идет на 13-м месте. Ватерполистки сборной России стали чемпионами мира. Победили команду Нидерландов в финале юниорского чемпионата. Турнир проходил в Португалии. Матч закончился со счетом 11:5 в пользу россиянок. В матче за 3-е место команда Италии победила сборную Греции. Сборная России на турнире заняла 1-е место в группе А, в которой выступали сборные Италии, Португалии и ЮАР. В четвертьфинале россиянки победили венгерок, а в полуфинале греческих спортсменок. Юниорский чемпионат мира по водному полу среди женщин проводится с 1995 года. Раз в 2 года. Чаще всех побеждали в мировом турнире ватерполистки из США, имея 4 победы. Также на счету россиянок 1 серебряная и 2 бронзовые награды мировых первенств. Российский борец греко-римского стиля
Абуязид Мансыгов завоевал золотую медаль на чемпионате мира весовой категории до 72 килограмм. Турнир проходит в Нур-Султане. В финальном поединке 26-летний россиянин победил борца из Узбекистана. Победа Мансыгова принесла первую золотую медаль в актив российской команды на турнире. Ранее серебро весовой категории до 63 килограмм завоевал Степан Марянян. Обе награды россияне завоевали в неолимпийских весовых категориях. Мансыгов является победителем прошлого чемпионата Европы. Также на его счету бронза континентального первенства. Мансыгов является также победителем и серебряным призером Кубка мира. Чемпионат мира завершится 22 сентября. Петербургский СКА со счетом 3-2 победил Хельсинский Йокерит в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Команды провели 21-й очный матч. СКА одержал 15-ю победу на счету финской команды 6. В турнирной таблице западной конференции СКА поднялся на вторую строчку. В активе клуба из Санкт-Петербурга 8 очков после 6 матчей. Йокерит идет на 8-й позиции, набрав 5 очков. В следующем матче СКА в гостях сыграет в Сочи 17 сентября. Йокерит на выезде встретится с Минским «Динамо» 21 сентября. Мужская сборная Испании по баскетболу победила команду Аргентины со счетом 95-75 в финале Кубка мира. Встреча прошла в Пекине. Самым результативным игроком матча стал легкий форвард сборной Аргентины Габриэль Дек, набравший 24 очка. У испанцев больше всего очков набрал разыгрывающий Рики Рубио – 20 очков. Он был признан лучшим игроком встречи. На двух групповых этапах обе команды не потерпели ни одного поражения. В полуфинале аргентинцы обыграли французов, а испанцы оказались сильнее австралийцев. Команда Испании в 12-й раз играла на Кубке мира. Во второй раз, став победителем турнира, ранее испанцы выигрывали мировое первенство в 2006 году. Сборная Аргентины в 14-й раз выступала на чемпионате мира. Команда во второй раз стала серебряным призером. Ранее на турнире 2002 года аргентинцы также стали вторыми, уступив в финале сборной Югославии. Кроме того, на счету сборной Аргентины есть золотые медали первого в истории чемпионата мира, который прошел в 1950 году. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках. Юлия, у меня на этом все. Тебе слово. Спасибо, Андрей. Военные экологи завершили сезон очистки от металлолома острова Врангеля в Арктике и острова Большой Шантар в Охотском море, собрав 200 тонн металлического мусора. Ранее сообщалось, что работы по очистке островов из-за климатических условий возможны только в течение нескольких летних месяцев. Отмечается, что вывести металлолом с острова Врангеля планируется до конца этого года, с острова Большой Шантар в следующем году. Экологи и оборудование уже вывезены с островов вертолетами. В столице Южной Якутии выпал первый снег. О превратностях погоды у нашего корреспондента Александры Цибиковой. Александра, как у вас сегодня с погодой? Здравствуй, Юлия. У нас в Нерюнгри 0 градусов, облачно. Действительно, резкие перепады сентябрьских температур в Нерюнгринском районе стали одной из самых обсуждаемых тем. Буквально вчера утром начался снег, и он шел днем, вечером и до самой ночи. Сегодня мы можем наблюдать такую картину, как на желтых листьях деревьев уже лежит снег. Вот такое вот красивое смешение красок дало нам смешение зимы и осени. Какое настроение у горожан в связи с такой резкой сменой погоды? Нерюнгринцы относятся ко всему снисходительно, даже более. Они считают, что снег в сентябре для Южной Якутии это скорее норма, чем исключение. По социальным сетям мы увидели в соседних регионах, что уже идет снег. Позавчера подул холодный ветер, и мы уже успели подготовить свои гардеробы и подготовиться морально. Сегодня все нерюнгринцы с хорошим настроением. Саша, отдали ли тепло во все дома? Да, Юля, с этим у нас все хорошо. По Нерюнгринскому району, по всему, по социальным объектам и жилым домам тепло было дано вовремя, еще 9 сентября. Ну и наверняка из-за погоды изменилась ситуация на дорогах. Расскажи об этом. Да, действительно, снова участились случаи ДТП. Сегодня с утра уже было несколько опрокинутых автомобилей. Госавтоинспекция также все предупреждает. Будьте бдительны за рулем и обязательно меняйте летнюю шину на зимнюю. Вот
Пока мы не знаем, растает ли у нас снег в дальнейшем. Ждем солнца, которое обещают в среду. Вот. Ну, если не растает, то, в принципе, мы уже готовы. Ну, на этом у нас все, Юлия. Спасибо, Александра. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Александра Цыбикова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 0 градусов, ветер 1 метр в секунду. В Ленске ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, а столбик термометра остановился на отметке 5 градусов выше нуля. В столице Алмазного края в эти минуты плюс 4, ветер 2 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри 0 градусов, ветер 4 метра в секунду. В Якутске прямо сейчас 7 градусов тепла, скорость ветра 2 метра в секунду. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий, будьте в курсе главных событий.